Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Сегодня у нас последняя лекция, последний таравих. И сегодня продолжим тему прощения грехов. Всевышний Аллах в суре Аль-Хиджр, 49 аяте говорит: «Набби» – сообщи, оповести, дай им знать. Кому? «Айбади» – кого оповестить? Моих рабов. Аллах Всевышний в Коране обращается к пророку Мухаммаду и повелевает ему, чтобы пророк рассказал рабам Аллаха о чем? «Анни анал гафурур рахим». Расскажи им, что я прощающий и милостивый. Всевышний Аллах пожелал, чтобы все рабы Его знали, что у них есть Господь, который прощает им их прегрешения, который не спосылает на них свою милость. Это сурат Аль-Хиджр, 49 аят. И есть хадис Аль-Кудси, священный хадис, где пророк, алейхиссалату вассалям, сообщает нам слова, передает нам слова Всевышнего, где Всевышний сказал: «Я айбади, о рабы мои, иннакум тухтиуна билляйли ван нахар». Воистину вы совершаете грехи денно и ночно. И днем, и ночью, то есть день и ночь, вы совершаете грехи. Но Всевышний Аллах говорит: «Ва ана агфиру дзунуба джамиан». Вы день и ночь совершаете грехи, вы день и ночь совершаете грехи, а я вам прощаю. Я вам прощаю. Фастагфируни. И Аллах говорит: просите у меня прощения, и я прощу вас. Мы вчера говорили, что основа тауба, покаяния от грехов, это признание того, что ты совершил грех. Признание того, что ты ошибся. Пока человек не признает это, не признается в этом и не будет сожалеть за это, дальнейшие шаги в его покаянии, они бесполезны. Поэтому мы вчера на примере самых лучших из созданий Всевышнего, на примере пророков, привели аяты, где пророки после того, как совершали ошибки, они признавали эти ошибки, и Аллах им прощал. Они говорили: «Инни залямту», я совершил несправедливость по отношению к себе. Зульман кафиран, как в дуа пророка говорится, очень много зульма я совершил в отношении себя. И поэтому, если ты не простишь меня, ты не смилостивишься надо мной, я понесу убыток. Почему нам тяжело признать свои грехи? Почему мы не видим своих грехов? Давайте возьмем несколько моментов, и я постараюсь объяснить, в чем же секрет того, что люди не признают свои грехи. Потому что нафс человека, он построен так, что он видит только свои достоинства. Любое незначительное достоинство нафс это обязательно видит, об этом никогда не забывает. И всегда это в своих глазах приумножает. Как рыбак, который поймал небольшую рыбку, а когда начал рассказывать всем, она уже превращается в очень большую рыбину. Да? Вот здесь то же самое. Нафс,
он всегда преувеличивает свои достоинства, но всегда занижает свои недостатки, а даже их порой и не видит. Вот поэтому, к сожалению, многие люди считают себя безгрешными, потому что определяют грехи, греховность тех или иных деяний, опираясь на свой разум, на свою логику, на свое воспитание, на свои какие-то традиции, на свои убеждения. Но степень греха, мы должны понять, определяет не наши традиции, не наши убеждения, а сам Всевышний. Если Всевышний ставит на тот или иной грех наивысшую степень греха и говорит, что это самый страшный грех, Он и судить будет за этот грех по своей справедливости, а не по убеждениям людей. Поэтому это наша проблема. Аллах говорит, это страшный грех, а человек говорит, я не думаю, что это самый страшный грех. Аллах Всевышний в Коране сказал, сура Аль-Му'минун, 71 аят. «Валяу иттаба'аль хакку ахваахум», если бы истина, правда, если бы истина следовала их страстям, вот ты как там думаешь, вот сейчас за тобой пойдет истина, ты, брат, как думаешь, а вот я так думаю, а там сестра вот совсем по-другому думает. Недавно у психолога была она, и вот она сейчас подумала, что вот это вообще не грех, да? Аллах говорит, если бы истина следовала за вашими страстями, это не только вас. Аллах говорит, «Лафасадати самавату валь арду ва ман фихинна». Это разрушило бы не только вас, небеса, земли и все, что в этих небесах и на землях. Аллах говорит, все бы это разрушило. Поэтому истина никогда не будет следовать нашим убеждениям, нашим каким-то логическим, каким-то философским. Вот он философствовал, и он решил, что вот это есть черное, а вот это есть белое. Это есть истина, а это ложь. Никогда истина не будет следовать за ним. Потому что если истина будет следовать за тем, вот я так думаю, сколько религий будет на земле? А? Сколько человек на земле? Чуть меньше 8 миллиардов. Вот на земле будет 8 миллиардов. И поэтому, когда некоторым говоришь, Аллах Тааля в Коране вот так сказал, а они такие, я думаю, вот, знаешь, таких как ты сколько на земле? 8 миллиардов. И 8 миллиардов религий и истин быть не может. Поэтому истина всегда одна. Это то, что Аллах сказал. И если Аллах сказал, что это самый страшный грех, в судный день люди понесут такое наказание, которое Аллах Тааля определит за этот самый страшный грех. А не то, что... А мы не думали, что это грех. Вот это самое первое. Степень греха определяет Всевышний. Определяет Всевышний. Поэтому многие люди не понимают, какой это на самом деле страшный грех. Даже давайте возьмем самый такой легкий для понимания грех – убийство людей. Вот я очень часто, когда людям начинаю рассказывать про покаяние, про то, что нужно просить у Аллаха прощения, они меня не понимают. Они говорят, а какие у нас грехи? Мы людей-то не убиваем. Я им иногда говорю, а чтобы еще и людей убивали бы? Да? Вот даже вот этот грех, преступление, казалось бы, да, страшное преступление. Вот никому не надо объяснять, что это страшно. Но так как это Аллах объясняет, никто не может. Какую степень Аллах Тааля определил для убийства невинных людей? В Коране Аллах что говорит? Убийство одного невинного человека перед Аллахом равносильно убийству всех людей на земле. Убивая одного человека, как будто ты убиваешь все человечество. Спасая, Аллах как говорит в Коране, спасая одного человека, когда где-то врачи там борются за жизнь
одного человека, да, или там МЧСники, которые приехали на место там катастрофы, землетрясений, да, когда они бросили все и спасают одного ребенка. Там иногда жертвуя своей жизнью, да, Аллах говорит, спасение одного человека равносильно спасению всего человечества. Поэтому даже то, что мы привыкли считать за грех, мы недооцениваем это. Убийство человека – это убийство всего человечества. Грех намного больше. Вот. Поэтому таких грехов очень много. Вот давайте я вам назову одно деяние и спрошу у вас, грех это или нет. Людоедство, каннибализм, употреблять как человечину. Грех или нет? Это страшный грех. Ну как, это же нормальное, разумное существо, он это не будет делать. Но что я вам скажу, что вы мне скажете, если скажу, что все мы занимаемся этим? И не только занимаемся этим, брезгая, вот я сейчас с голода помру, поэтому чуть-чуть, давай уж я там ребрышко человечины отведаю, да, чтобы спасти. Нет, мы наслаждаемся, когда пожираем человеческое мясо. Мы делимся друг с другом. Мы говорим, слушай, иди сюда, давай я тебе поделю. И люди приходят, делятся, берут у нас, и все кайфуют. Я о чем сейчас? Аллах в Коране говорит, «Валя таджассасу», суратуль Худжурат, комнаты, «Валя таджассасу», не шпионьте друг за друга, перестаньте шпионить. Ну я так уж, как бы, не ищите, не наблюдайте друг за другом, чтобы найти недостатки. Шпионить – это найти что-то такое, в нем увидеть. Какой-то недостаток, какой-то грех. Аллах говорит, перестаньте шпионить. «Уаля ягтаб багдукум багда». И не злословьте за спиной друг у друга. Я увидел какой-то недостаток своего брата. Да, я увидел, расстроился. Дает мне это право рассказывать про этот недостаток моего брата другим людям? Нет. Даже если я буду 100% истину говорить. Нет. Да, понятно, если это кады. Если я увидел преступление, например, какой-то брат, не дай Аллах, убил человека, я должен об этом рассказать. Потому что преступника нужно остановить. Я сейчас не об этом. Я увидел какой-то недостаток, и я начал это говорить. Что я делаю? Аллах говорит, «Ля ягтаб багдукум багда». Можно чуть подальше? Чей ребенок? Мы уже несколько замечаний сделали. Не надо микрофон пинать. Аллах говорит, не злословьте друг за другом. Неужели вы хотите пожирать мясо усопшего вашего брата? Факарихтуму. Вы брезгаете, бужирянгешсизга. Аллах, тот, кто определяет статус греха, степень греха, он сравнил это, поставил наравне с чем? С пожиранием человеческого мяса. То есть тот брат, который приходит к тебе и говорит, брат, а ты слышал? Что? Он уже пришел с ребром или с голенью усопшего брата. Он сам это пожирает, он наслаждается этим. А тот со слюнками смотрит на это голень и говорит, давай поделись со мной. Поделись. Дети, я больше замечаний делать не буду. Давайте не ходите, пожалуйста. И давайте с первых рядов назад. Быстро встали, все трое, и все пошли назад. В начале месяца я за вас дрался с бабаями. Они говорили, что, как во многих мечетях, детей не пускать. Я дрался за вас. Я сказал, дети будут здесь. Но когда я делаю замечание, и 100 раз приходится повторять, приходится вас на место сажать.
Поэтому, братья, это наша истина. Кто определяет степень греха? Аллах. Аллах сказал, что то, что брат тебе сказал, пришел и рассказал про брата недостатки, гайбат, вы оба сидите и пожираете мясо. А ангел что пишет? То, что мы думаем. Да ладно, что за грех уж тут? Или то, что Аллах им приказывает. Ангел пишет, они пожирают мясо усопшего брата. И в судный день вы как будете отвечать? Мы как будем отвечать за это? Так, как Аллах скажет. Поэтому мы пренебрегаем, мы недооцениваем степень грехов. Это наша беда. Тахир, то, что я детей ругал, уберешь, ладно, потом? Да. И так, наверное, нас и слышат. Ну, а что, без этого никак. Вот поэтому таких примеров очень много, братья. Очень много. Многие, потом следующая проблема. Многие люди считают грехом, ладно, они соглашаются, это грех. Те преступления, которые касаются людей. Например, убийство. Да, не нужно объяснять людям, что убийство это грех. Все, признают это. Грабеж, воровство. Любое общество порицает воровство. Да? То есть не любит бурларна. Да? Прелюбодеяние. Даже те, которые совершают зина, они понимают, что это плохо. В отношениях жен, в отношении других женщин, да, сегодня с этой, завтра с той. Понятно, многие признают. Наркотики, пьянство спиртное. То есть это это те преступления, которые касаются прав людей. Многие это признают. Вот когда говорят, у нас грехов нет, мы людей не убиваем, мы у людей не воруем, только там колхозное забираем. Раньше так говорили, сейчас уж и колхозов нет, да? Вот. Но мы должны понять, самые великие грехи – это те грехи, которые мы совершаем перед Создателем. Те, которые касаются нашего Создателя. Это отказ от поклонения. Когда Всевышний повелевает нам совершать 5-кратный намаз, а мы придумываем тысячи оправданий. И проходят годы. Люди считают себя мусульманами, а совершать намаз не хотят. Иджма'уль уляма. Абсолютно все ученые, всех мазхабов пришли к единому мнению, что отказ от совершения обязательного 5-кратного намаза на чаше весов злодеяний намного хуже, чем убийство людей, чем зина, чем воровство. Вот если мы увидим в деревне, в селе какого-нибудь вора, которого все знают, бур, да, мы все говорим, это вор, надо подальше от него. Не совершать намаз грех больше, чем вот эти все грехи, которые мы перечисляли. И таких грехов в день сколько? 5. В 10 дней это 50. За месяц 30 умножаем на 5, это 150. 360 дней в году умножай на 5. Сколько тысяч грехов, грех, который хуже, чем отнять жизнь у человека перед Аллахом. Да? Мы должны понимать, какой груз несут люди на своих спинах и как они будут за это отвечать. Пост, месяц Рамадан. Пророк ﷺ сказал, если человек без уважительной причины оставит один день поста в Рамадан, даже если он будет поститься в вечность, он не вернет эту награду. Все. Потому что он упустил это. То есть фарз, оставление фарза, закат. Есть люди, которые много садака дают. Я знаю таких людей. Да, они пока не на намазе. Может быть, на джумга ходят, может, на праздничные молитвы, да. Но они здесь в мечети помогают, там, но они закат не дают. Это преступление. Ты сначала реши вопрос с Аллахом. Закат отдай. Год прошел, у тебя есть деньги больше 900 тысяч, да? Год они у тебя стояли в товарах, в векселях, в акциях, неважно. Все, это все
обременяется, облагается налогом, закатом. Пока ты не дашь этот закат, то, что ты где-то мечеть строишь, то, что ты там, здесь помогаешь, тебя это не спасет. Потому что ты фарз пропускаешь. Поэтому что? Вот таких грехов очень много. Люди почему-то не считают за грех грехи перед Создателем. Каждый день 5 намазов оставляет. Закат не платит. Фарзы нарушает и так далее, и так далее. Вот это тоже как бы причина того, что люди, вот по этой причине люди считают себя безгрешными. Особый вид греха и несправедливости, братья, это несправедливость. Что? Неблагодарность. Рахматсызлик. Неблагодарность дарующему, мун'им, аль-ваххаб, вседарящему, Всевышнему за его блага. Аллах дал тебе жизнь. Люди по 50, по 60 лет живут, ни разу не благодаря Аллаху за это. Аллах дал им зрение, Аллах дал им руки, ноги, язык. Они общаются, они видят эту красоту, но они не благодарят Аллаха. Они в жизни один суджуд, знак благодарности Аллаха не делают. Неблагодарность. Поэтому в Коране благодарность, как на арабском приходит? Шукр. Шукрун, благодарность, шукриту. А как приходит в Коране слово неблагодарность? А, кто знает? Куфрун. Что такое куфр? Это неверие. Это непризнание истины. Почему Аллах Тааля назвал неблагодарность куфром? Потому что куфр – это когда Аллах есть, а ты его не признаешь. Куфр – это когда рай и ад есть, а ты не признаешь. Судный день есть, а ты не признаешь. Куфр – это когда Аллах тебе дает, а ты это не видишь. Ты это не признаешь. То есть Аллах дает тебе, а ты говоришь, нет, не дает. Вот это куфр. Поэтому Аллах назвал неблагодарность куфром. В Коране много аятов таких, да? И вот Всевышний говорит, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Если вы начнете считать, 1, 2, 3, блага Всевышнего, которые Он вам дал, ля тухсуха, вы никогда не сможете их сосчитать. Вот мгновение ока, да, вот, моргаем глазом, да, сколько благ мы получаем с небес, с земли, справа, слева, воздух, тепло, да, кислород, вот все вот эти процессы, которые у тебя внутри, вокруг тебя происходят, да, ризк твой, ты не сможешь это даже узнать не сможешь, не то что сосчитать. Поэтому Аллах Тааля говорит, вы никогда не сможете их сосчитать. Инналь инсана ля залумун каффар, и воистину человек несправедливый и каффар. Не безбожник, а неблагодарный, Аллах сказал. Поэтому наша неблагодарность Аллаху. Даже, по-моему, я читал это у Ибн Хайма в книге Рух, есть такой в судный день, говорит, я не знаю только откуда он это взял, но давайте ответственность на него, на Ибн Хайма, да. И он говорит, в судный день приведут человека, праведника, машаллах, у него много будет благих дел. И Аллах ему скажет, зайди в рай по моей милости. Вот моя милость, и по моей милости зайди в рай. И он скажет, я захожу в рай благодаря моим благим деяниям. То есть мои намазы, мои посты, это. И Аллах его исправляет. Ты заходишь в рай по моей милости. Я просто дарю тебе этот рай. Бонусом за то, что ты делал. И он скажет, о Аллах, у меня же столько благих дел. Сколько намазов, столько зикров. И тогда Аллах скажет ангелам, поставьте на весы благих дел все, что он делал. Все его намазы, все его садака, закаты, зикры, дуа, Коран читал. Все поставьте, все поставили. А на другую чашу поставьте одно благо, которое я ему дал в жизни. И тогда его зрение вынесут. То, что он 60-70 лет намазы, все делал, все там, все ждет. И его зрение окажется тяжелее, чем все, что он делал. И ему Аллах скажет, все, что ты за всю свою жизнь делал, даже ты этим не оплатил даже зрение, которое...
по твоей милости. И вот поэтому, дорогие братья, очень много благ. И мы подобны, знаете, вот такой пример, чтобы всем было понятно. Вот случилась у нас в жизни какая-то беда. Ребенок заболел, не дай Аллах, да? И нашелся в какой-то стране какой-то врач с каким-то лекарством, который тебе говорит отцу: я могу тебе помочь по воле Аллаха. И все признают, медики, что вот сейчас ему нужно это лекарство срочно, в течение 2 недель. Но это лекарство стоит, давайте придумаем, 100 миллионов. Есть одно, вот мы недавно собирали братишке нашему маленькому, 270 миллионов стоит одна ампула. Не дай Аллах, да, вот. Альхамдулилля, 40 собрали, по-моему, остальное один брат закрыл. Вот. Поэтому вот врач говорит отцу: вот я спасу твоего ребенка, мне нужны 100 миллионов. И он не знает, что делать, он туда идет. Но и он знает одного очень богатого человека. Он идет к нему и говорит: спасай моего сына, мне нужны 100 миллионов. И этот богатый говорит: я понимаю, что твоего сына нужно спасать, но я могу тебе дать только в долг. Только в долг, если ты мне вернешь это. Но подарить я тебе не могу. У него других вариантов нет. Он что делает? Он пишет расписку, все там свидетели, поручители. Он берет 100 миллионов, едет к врачу, врач спасает его ребенка. Все, он приходит к себе, он радостный, ребенок спасен. И он собирает 100 тысяч рублей. И идет к этому инвестору, да, который спас его сына. Он сколько ему должен? Он должен ему 100 миллионов. А сколько он собрал? 100 тысяч. Он все, что смог собрать, 100 тысяч. Вот давайте представим, да, он берет вот эти 100 тысяч, встает перед ним и протягивает ему. С каким лицом? На, возьми мои 100 тысяч. Ты мне 100 миллионов дал. Он может взять вот эти 100 тысяч и ему в лицо кинуть. Он же ему обещал вернуть, да? Но он не может. Как он идет к нему? Тубаншилик bilenmi, takabburlik bilenmi? Вот ученые говорят, когда идешь к Аллаху со своим намазом, пойми, что твой намаз, он очень маленький. Перед тем, что Аллах тебе дал, у нас столько долгов, братья, перед Аллахом. Он столько нам благ дает, да? А иногда мы одно небольшое, маленькое доброе дело сделаем, потом думаем, что все, мы уже там Аллаху все вернули, да? Или Он нам должен уже, да? Вот поэтому всегда понимайте, что знаете, что то, что мы делаем, это очень мало, это ничтожно перед тем, что Аллах дает. Это касается Аллаха, это касается и прав Его рабов. Вот права родителей. Если я сейчас спрошу, братья, вы почитаете своих родителей? Иншаллах, все, наверное, скажут, иншаллах, да, мы почитаем. А вы должным образом почитаете своих родителей? Вот здесь у всех у нас вопросительный знак. Почему? Потому что если вы прочитаете хадисы пророка, алейхиссаляту вассалям, которые призывают нас почитать родителей на таком уровне, все вы поймете, что мы грешны перед нашими родителями. И пророк, алейхиссаляту вассалям, вот я хадис еще нашел, Абу Дауд, да, достоверный хадис, пророк, саллаллаху сказал: ни один сын не сможет возместить своему отцу его права, то, что он у отца взял, кроме как в одном случае, если его отца будут продавать на рынке рабом, он придет, выкупит и даст ему свободу. Только в этом случае он сможет вернуть отцу то, что он у отца взял. Поэтому, как бы мы ни почитали своих пожилых родителей, кто-то, может быть, им дом обновил, дом построил, квартиру купил, отцу машину подарил, каждый раз ему звонит, проведает его, по лучшим врачам, по лучшим клиникам возит отца. Да, вы поймите, вы никогда не сможете вернуть отцу, матери то, что вы у них взяли. Мы у них взяли. Поэтому Аллах Тааля ставит такую степень права родителей перед детьми, что мы никогда не сможем им оплатить. Это мы просто смотрим на соседского мальчишку, пьяницы.
Он орет на маму, а ты не орешь, и ты думаешь, что ты ангел. А ты посмотри, что Коран от нас просит, требует, что сунна пророка требует. Там мы очень далеки от этого. То же самое касается наших обязанностей перед нашими семьями. Там почитаешь, что должен мусульманин, мужчина отдать своей семье. Мы там рядом не стоим, братья. Тоже касается наших сестер. Некоторые сестры думают, что они там такие святые, особенно им психологи об этом говорят, у тебя личные границы. Это до никаха надо было думать. И в судный день скажешь про свои личные границы, ангелам расскажешь про это. И в могиле ангелам расскажешь про это. Да? А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, какие требования ставит, какие права мужа перед женой. Многие женщины не подпадают. И вот так грехи каждый день, братья. Каждый день. Мы, родители, не можем сказать, что мы своим детям сполна все даем. Нет, это же не купить что-то там, брюки, хорошая школа, там, воспитание, намаз, вот. Поэтому у нас очень много грехов, очень много грехов. И пусть Аллах нам простит. Вот пока мы не поймем вот это все, дорогие братья, покаяться перед Аллахом, искренним покаянием у нас не получится. Поэтому мы должны понять, что мы в грехах, и у нас дела плохи. И вот почему, все, я завершаю этим, почему, когда мы встаем на намаз, у нас глаза опускаются вниз? А? Почему мы вот так не стоим перед Аллахом? А? Не только, запомните, не только потому, что в книгах фикха написано, что нужно смотреть на место суджуда. Потому что мы понимаем свою слабость, мы видим свои грехи. И мы встаем грешные, слабые, нуждающиеся в Аллахе перед всемогущим Аллахом. И поэтому наши глаза опускаются вниз. Вот это понимание греховности. Некоторые сподвижники, у них такие бороды были, и вот они вот так прямо подбородком касались своей груди от стыда перед Аллахом. Они видели свои грехи, а не то, что там перед Аллахом вот так стояли. Поэтому это есть состояние праведного, понимающего раба, что он грешен. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду алла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Сегодня будет хатам. Сподвижники на хатам собирали соседей. Братья, кто там у нас после 8-10 куда-то убегает, оставайтесь, потому что сегодня будем хатам делать. Когда завершается чтение Корана, Аллах принимает дуа. И поэтому сподвижники, соседей, гостей звали, чтобы хатам делать. Поэтому эту сунну, иншаллах, мы сегодня притворим в жизнь. И после завершения намаза до витра, иншаллах, мы дуа хатам сделаем. За всех дуа сделаем, иншаллах.